Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Токтакунова Талакуль Аскаральевны считается оконченным. Предоставляется право заключительной речи. Талакуль Аскаральевна, прошу пройти к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемая судебная коллегия, я считаю в любом случае... Конституционный суд, пожалуйста. Уважаемый Конституционный суд. Коллеги, это в Верховном суде и в апелляционной инстанции судов общей юрисдикции. Пожалуйста, извините. Я считаю, что мое ходатайство, оно обоснованно и законно. Мы здесь выслушали всех представителей как ответчика и третьих лиц, услышали только одно, что на самом деле затягивается судебный процесс, что он, любое лицо, в данном случае это подсудимый, имеет право оспаривать уже в вышестоящем суде. Никто и не отказывается, что есть норма в данном случае о запрете. Оно и быть не может. Но слово «ограничение», оно на самом деле ни один из представителей мне не могли, нам, то есть не могли, вам не могли ответить, что из себя представляет ограничение, да, и почему нужна эта норма, и почему она не подлежит, не является нарушением нашего главного закона. Да, я вот на самом деле, когда введена эта норма, я была участником того же процесса, это мэра города Уж осуждали еще в 2010 году. Эта норма была принята, да, вот они правильно говорят, что затягивается якобы судебный процесс, чтобы он не оспаривал. Но превыше всего это конституционные права, законы, интересы граждан. Но на самом деле я не услышала, что какие не нарушаются нормы, законные права, конституционные граждан. Поэтому я считаю, что оно подлежит удовлетворению и прошу удовлетворить полностью. Салават Кыштобекович, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо. Установлено части 4 статьи 439 Уголовного процессуального кодекса, определяющие правила переобжалования определений предшествующих окончательному судебному решению, регулирует порядок обжалования определений в соответствии с их правовой сущности и не исключает возможность их обжалования в целом, и не ограничивает, не умаляет права на граждан на судебную защиту. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Токтакунова Талакуль Аскаральевны о проверке конституционности статьи 439 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям соответствующей статьи Конституции Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Уважаемые участники, на этом рассмотрение дела по обращению Токтакуновой Талакуль Аскаральевны о проверке соответствия нормативного положения части 4 статьи 439 Уголовного процессуального кодекса, выраженного словами «такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу, частям 1, 2, 4, 5, 6 статьи 23, статье 55, частям 1, 2, статьи 56, частям 1, 2, статьи 61 Конституции считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.